І ми продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо піднімати найактуальніші питання і теми, які стосуються як України, так і світу. Вже готовий вітати гостя цієї години у нашій студії. Це Борис Тізенгаузен, експерт з управління репутацією. Я вас вітаю. Добрий вечір. Дякую, що долучились до нашого ефіру. І одразу перейдемо до першої теми, яку плануємо обговорити. Департамент США порекомендував своїм туристам бути обережними під час поїздок до України, а от від подорожей до Росії попросив взагалі утриматися. Нові рекомендації були опубліковані 10 січня. У них всі країни поділені на 4 групи. В першу групу потрапили держави, де достатньо дотримуватися стандартних запобіжних заходів. Зокрема, Австрія, Канада, Швейцарія, скандинавські країни, всі східноєвропейські держави Євросоюзу, майже всі колишні республіки Радянського Союзу, крім Росії, України та Азербайджану. Адже Україна у другій групі, де за оцінкою Вашингтона необхідна підвищена обережність через загрозу терактів, а також у зв'язку зі злочинністю і заворушеннями. Також у цьому списку опинилися такі західноєвропейські країни, як Німеччина, Великобританія, Франція, а крім того, Бразилія, Індія, Китай, Саудівська Аравія. Подорожі до держав третьої групи, куди потрапила Росія, влада США рекомендує переглянути. У Держдепі таку оцінку пояснили тим, що в Росії зберігається небезпека тероризму, а американські громадяни там часто піддаються різним утискам. Ще у цьому списку Венесуела, Куба, Нігер, Судан, Пакистан, Туреччина. І остання група – це країни, у які американська влада не раді їздити взагалі своїм громадянам, адже там існує загроза їхньому життю. Зокрема, у цій категорії опинилися Афганістан, Ірак, Іран, Лівія, Північна Корея, Сирія та Сомалі. Пане Борисе, Україна потрапила до другої групи. Який це посил для нас, для українців, і як можна це розцінити? Ваша точка зору? Я думаю, что это абсолютно формальное заявление. Страны, на территории которых происходят вооруженные конфликты, автоматически попадают вот в эти категории. Почему в Россию в принципе рекомендовали не ездить, хотя на территории России таких вооруженных конфликтов нет? Ну, я связываю это с последними событиями, с дипломатическими конфликтами, с таким дипломатическим довольно жестким противостоянием Соединенных Штатов и России. Поэтому вот Россия туда попала больше по политическим мотивам. Мы же попали потому что на нашей территории идет фактически война. Що зараз Україна може зробити, аби вийти з цієї групи? І чи можливо взагалі це, як ви думаєте? И третий вопрос, который я бы задал, а нужно ли это делать? То есть, по большому счету, американских туристов у нас и так нет в Украине. В большом количестве. То есть здесь в основном приезжают люди по работе, дипломаты, сотрудники совместных крупных компаний и так далее. То есть этим людям никоим образом эта рекомендация не помешает, тем более это не запрет, а чисто рекомендательная мера. То есть я думаю, что когда мы разрешим все наши внутренние проблемы, большинство из них, то мы автоматически поднимемся на одну ступеньку выше. І до ще однієї теми. Президент США Дональд Трамп назвав малоймовірним допит у спецпрокурора Роберта Мюллера, який розслідує можливе втручання Росії у вибори президента США у 2016 році. Цитую. «Побачимо, що відбуватиметься, але навіть допит виглядає малоймовірним». Кінець цитати. Він додав, що жодної змови між учасниками його президентської кампанії Росією не було. За інформацією американських ЗМІ, цього тижня Мюллер нібито заявив адвокатам Трампа про бажання допитати президента. Дональд Трамп регулярно критикував Мюллера через заяви про втручання Росії у вибори США чи інші зв'язки з його кампанією, називаючи це полюванням на відьом. 4 особи з оточення Трампа були звинувачені або визнані винними за звинуваченнями у відповідних зв'язках. Чи можливий допит Трампа взагалі? Безусловно. Господин Мюллер получил возможность созывать так называемое большое жюри, и, соответственно, он имеет право вызвать на допрос Дональда Трампа как любого гражданина Соединенных Штатов Америки. Это противостояние довольно долгое. Летом Конгрессу пришлось защищать Мюллера от увольнения, потому что у Дональда Трампа была идея уволить Мюллера, и поэтому Конгресс принял дополнительный законопроект о том, что президент не имеет права увольнять спецпрокурора. Поэтому я думаю, что абсолютно возможно вызвать Дональда Трампа, и это не противоречит никаким юридическим нормам. А чи буде він цього уникати?
цього допиту? Он не сможет, если его по соблюдением всех законных формальностей вызовут, то он в принципе не сможет. Другой вопрос, как он будет там отвечать, ну, используя самую популярную поправку и просто молчать, ну, это уже мы посмотрим в будущем. Ну, а от якщо знову ж таки зачитати ось цю цитату, яку згадував, побачимо, що відбуватиметься, але навіть допит виглядає малоймовірним. Чому таке кажуть? Ну, заявления Дональда Трампа не раз расходились с реальностью, поэтому это его чисто эмоциональное заявление. Если будет нужно, то у Мюллера не будет никаких препятствий вызвать Дональда Трампа. Як ви взагалом розцінюєте президентство Трампа, знову ж таки, включаючи сюди і питання України? Ну, вот недавно как раз исполнился год каденции Дональда Трампа на посту президента. Что-то ему удалось сделать, что-то нет. Но, на мой взгляд, Трамп не так... Ну, то есть его воспринимают как такого хаотичного, эмоционального президента, хотя вся его активность очень четко направлена на удержание и работу с собственным электоратом внутри страны. То есть если рассмотреть все его предвыборные обещания, которые он давал, там их, ну, всего несколько. То есть первое – это так называемая стена с Мексикой. Да, к году каденции Трампа первые сваи уже стояли, но этот проект ему, мягко говоря, не удался. Почему Трамп ведет такую антимигрантскую политику внутри Соединенных Штатов? Почему он выступает за запрет грин-карт? Почему он тысячами нелегальных мигрантов высылает из США? Объяснение очень простое. Трамп работает со своим электоратом. Его электорат – это белые американцы. Средний класс. Со времен Билла Клинтона демократы поняли, что вот эти этнические категории, они будут только увеличиваться в Соединенных Штатах. И они сделали ставку как раз на мигрантов. Проводилась такая очень мягкая политика к мигрантам. Дональд Трамп понял, что это электорат демократов, он же сам республиканец, поэтому он работает против мигрантов. То есть он фактически уменьшает электорат демократов, работая на собственных избирателей, на белых американцев. Что касается других обещаний, там, посадить Хиллари Клинтон, например, с течением года это обещание трансформировалось. То есть изначально Клинтон обвиняли в том, что она своим личным почтовым ящиком пользовалась в рабочих целях. Потом это обвинение трансформировалось в скандальную сделку, которую курировал фактически член избирательного штаба Клинтон господин Подеста. И по этой сделке одну из крупнейших урановых компаний продали Росатому российскому. И тут Трамп абсолютно объективно отмечает: ребята, почему вы меня обвиняете в связях с Россией, если здесь вот такие сделки проходили? Поэтому ну, ряд обещаний ему все-таки удалось выполнить. То есть, причем очень успешно, я бы сказал. Выйдя из Парижского климатического соглашения, это было еще одним его обещанием, Трамп сделал это, в общем-то, по двум причинам. Первое, Америка слишком дорого платила за климатическое соглашение. Америка является не первой страной по количеству выбросов, но платит больше всего. Трамп, как бизнесмен, объяснил своим избирателям, что это слишком дорого. Второе, выйдя из Парижского климатического соглашения, Трамп фактически расконсервировал шахты на территории США, так называемые шахты с грязным углем. И за этот год, по разным оценкам, создал более 1 миллиона рабочих мест в горнодобывающем секторе. Это огромный плюс в копилку Трампа и реальные подвижки, на которые могут смотреть его избиратели. Что касается одного из таких скользких и противоречивых обещаний Трампа наладить отношения с Россией, то вот здесь как раз появляемся мы, появляется Украина. Парадокс заключается в том, что демократы, которые называли себя большими друзьями, ну и называют большими друзьями России, сделали за каденцию своего президента-демократа Обамы для Украины меньше, чем сделал Трамп за этот год для нас. Ну, Обама... Це дивно, до речі. Да, это, Дуже дивно. ну, поэтому это парадоксально. Обама часто говорил, что он друг Украины, хотя ни разу не был в Украине. Это тоже факт. Именно Трамп, став президентом, сделал Россию токсичной не только для Соединенных Штатов и связи с Россией, но и для всего мира.
То есть вот непроизвольным участником событий он и его окружение фактически сделали Россию нерукопожатной. Знову ж таки, от ви згадали про Україну, да? Трошки незрозумілим стає ось що. Спочатку Трамп говорив про налагодження стосунків з Росією, але водночас він зараз надає допомогу Україні, і водночас він суперечить своїм же обіцянкам про налагодження стосунків з Росією. Як це можна розцінювати? Знову ж таки, гучні заяви чи все ж таки якісь підводні камені, про які нам мало відомо? Здесь все абсолютно... Змінилася його політика, по суті, от все, що ми бачимо? По сути, нет. То есть, если Трамп чего-то не говорит, то это не значит, что он так не думает. Трамп и сейчас хочет наладить отношения с Россией, потому что он мыслит как бизнесмен. Он никогда не перестроится в политику, пройдя такой огромный бизнес-путь. Он мыслит как бизнесмен. Россия – это огромные окна возможностей в экономическом плане для Соединенных Штатов. Это крупные контракты, это совместные проекты и так далее. Но Трамп понял, что если здесь ему это сделать не дадут, он будет выжимать максимум как бизнесмен из тех же санкционных пакетов. Если мы говорим, например, о самом мощном за всю историю летнем санкционном пакете, принятым как раз за каденцию Дональда Трампа, то вот в этом пакете, в секторальном, там фактически с точки зрения бизнеса все логично. Заморожен проект «Северный поток-2». Это серьезный удар по России. Россия сейчас разными путями пытается разморозить этот проект, и через немецких политиков, которые, то есть Германия фактически один из самых мощных бенефициаров этого проекта. Но им это не удается. То есть Дональд Трамп таким образом, заморозив этот проект, решил продавать свой газ в Европу. Дональд Трамп, он очень четко мыслит как бизнесмен. Он из каждой своей рабочей поездки привозит хорошую сделку. Нам он продает уголь, и в Эмираты он продает оружие. Тоже одни из самых крупных контрактов он заключает. Он мыслит с точки зрения бизнеса. И вот если смотреть на него с этой точки зрения, то все его действия абсолютно логичны. Повертаючись до його передвиборчих обіцянок, от згадали про стіну і про боротьбу з мігрантами. Боротьба з мігрантами – це його реальна мета, чи все ж таки це просто заяви такі? Это нет, это абсолютно реальные цели для Дональда Трампа. И если мне не изменяет память, то только за первый месяц порядка 50 тысяч нелегалов было выслано из Соединенных Штатов. Вот этот скандальный, предложенный им законопроект о запрете въезда вообще в Соединенные Штаты представителям 7 стран, он сейчас его пытаются ряд штатов обжаловать в Верховном суде, но у него тоже есть будущее. Дональд Трамп мыслит не на один срок президентский, он смотрит дальше. Он понимает, что если сейчас уменьшить те самые электоральные группы, которые голосуют за демократов, у него появляется большой шанс второй раз победить на выборах. То есть вот в этом плане он очень хорошо понимает логику процессов. Что касается тех же шахт, которые он открывает, создает рабочие места. Отмена, кстати, очень важный момент, отмена Obamacare. Это один из главных предвыборных лозунгов был, это медицинская программа, которая была принята при Обаме. То есть тут он тоже играет в свое электоральное поле. При введении Obamacare его избиратель, белый американец, начал платить за страховки тех, кто не мог позволить себе эти страховки, то есть фактически за страховки мигрантов, за страховки других слоев населения. Трамп отменяет, он опять играет на белый электорат. И несмотря на все эти рейтинги, которые в Соединенных Штатах сейчас проводятся и говорят, что у Трампа самая низкая за всю историю поддержка, нужно смотреть на другие рейтинги. До речі, от зараз як його змінилась підтримка після виборів? 80% его избирателей Дональда Трампа готовы по последним оценкам еще раз за него проголосовать. Это очень серьезная цифра. И я думаю, что если он запишет к себе в актив не только какие-то внешние политические победы, например, победу над ИГИЛ, которую он себе уже записал, но и покажет реальный рост экономики, а цифры говорят как раз наоборот, что
ВВП растет, индекс Доу Джонса за последний год на 25% вырос. Демократы, конечно, пытаются это представить как инерционное продолжение политики Обамы, но это не так. То есть Дональд Трамп показывает на реальной экономике свои достижения. И поэтому я думаю, что у него большие шансы. Завершуючи про обіцянки, ще трошки хотів про цю стіну з Мексикою. На жаль, я не пам'ятаю точної зараз суми, оскільки цей проект розрахований, але це доволі велика сума. І чи відповідає вона ось цим сподіванням, і чи варто вкладувати таку велику суму у будівництво цієї стіни? А там есть очень важный момент. В предвыборной программе Дональда Трампа, когда он говорил про эту стену, говорилось о том, что за стену должна заплатить Мексика, не Соединенные Штаты. На что вот там был такой так называемый твиттер-скандал, когда премьер-министр Мексики тегнул Дональда Трампа в твите и сказал, что я не поеду, в общем-то, в Америку, и мы платить ни за что не будем. Окей, сказал Дональд Трамп, значит, мы поговорим с вами с позиции экономической силы. То есть там будут увеличены налоги для компаний, работающих мексиканских в Соединенных Штатах и так далее. Они все равно за нее заплатят, так или иначе. Поэтому Дональд Трамп как раз и хотел, чтобы Мексика платила, а не Соединенные Штаты. І переходячи до питання України з США, хочу почати з дуже гучної, вже кожна людина, напевно, знає про цю тему, це надання летального озброєння для України. Дуже довго і багато часу говорили про те, що буде надання, зокрема, Джевелін, протитанкових ракетних систем. Але, врешті-решт, тут буквально днями стало відомо, що це ТОУ. Такі протитанкові ракетні системи, вони менш мобільні, і порівнюючи їх двох, то Джевелін набагато краще, мобільніше і більше підходить для реалій, які нині відбуваються на сході України. Чому саме такий протитанковий ракетний комплекс надають, хоча обіцянки і сподівання були взагалі на інший? Вот тут как раз, что изменилось? Да, тут как раз стоит отметить, что именно надежды были другие, а то, что мы реально получаем, то мы и получаем. Еще полгода назад даже разговора не было о том, чтобы передать нам какое-то оборонительное тяжелое вооружение. Сейчас мы уже говорим, что это нам не подходит, дайте нам другое. То есть я думаю, во-первых, никто нам не обещал Джавелин, скажем прямо. То есть, да, были публикации в Washington Post, что, можливо, це вони будуть. Да, что они, возможно, будут, и, возможно, это будут именно они. То есть это были публикации журналистов, которые ссылались на свои источники в Белом доме. Никакого официального подтверждения мы не получили. Но у меня все-таки есть надежда, что в следующем году мы получим часть джавелинов. Почему? Потому что непосредственно спецпредставитель по Украине Курт Волкер, именно он является таким инициатором передачи нам именно джавелинов. Он не раз говорил в интервью. Вот. И поэтому я думаю, что эта помощь, те противотанковые комплексы, которые мы получим, это только начало. Я думаю, що все-таки в следующем году ми получимо і часть джавеліна в тому числі. А от виникає друге питання. А нащо тоді ось ці джавеліни і ТОУ, якщо у нас, по суті, немає танкового бою на Донбасі? Оно потому и называется оборонительным. То есть джавелины на линии соприкосновения снижают до нуля вероятность вторжения. Да, это именно предостережение российской стороны, что джавелин, который работает по принципу «выстрелил и забыл», может снести абсолютно любую танковую технику или другую технику. Поэтому это именно такой сдерживающий фактор. Поэтому я думаю, что в любом случае поставка противотанковых комплексов – это серьезный знак, что Соединенные Штаты не прекращают поддержку Украины. Таке собі попередження. Да. Ну и есть и другие не менее значимые факторы. То есть у нас осталось абсолютно немного времени до 1 февраля. 1 февраля в Конгрессе должен быть представлен так называемый кремлевский отчет. Это самый мощный санкционный удар
по российской верхушке. Если раньше секторальные санкции касались экономики, то кремлевский отчет, который будет представлен 1 февраля, касается конкретно правящей верхушки Российской Федерации. Фамилия Путин там упоминается несколько раз. Причем не только действующие политики, которые находятся вокруг Путина, но и их дети, и менеджеры серьезных госкорпораций. То есть в этом отчете будет представлена недвижимость, активы, коррупционные связи, как нажита эта недвижимость и так далее, и так далее. И я знаю точно, и по моей информации от моих друзей и знакомых Соединенных Штатов, там сейчас работают очень мощные лоббистские группы со стороны России для того, чтобы ряд людей не попали в этот отчет. То есть это серьезно напугало Российскую Федерацию. И я думаю, что 1 февраля у нас ждет очень много откровений. Я хочу зараз додати для наших глядачів, що от зараз у полі вікні можемо спостерігати якраз випробування Джевелін. Вони від ТОУ відрізняються візуально лише тим, що ось бачите, Джевелін військовий може тримати на плечі і ось так може прицільно бити по танкам. А ТОУ вона стає на таку триногу і вона вже менш мобільна. Ну ось да, це я хотів повідомити наших глядачів, що можуть побачити саме от, як відбувається атака з вистріли з Джевелін. І раз ми згадали вже за озброєння, хотів ще такого спитати стосовно вашої думки. От 7 січня пройшла розвідувальна операція американців на межі з Україною, з Кримом. А 10 січня вже Росія виставляє у Криму С-400 «Тріумф». Це як можна розцінювати цей сигнал? Ну, это відповідь на ось ці розвідувальні и не только на операции? это. Во-первых, на передачу Украине, слухи и разговоры о передаче Украине тяжелого оборонительного вооружения. Россия действует всегда со своей модели силы. То есть вообще принцип того, как ведет себя Россия в мире, он там довольно простой. Россия создает проблемы, а потом предлагает решение этих проблем. Так было в Сирии, так происходит у нас. И Россия показывает, что она не намерена уступать ни в чем. Поэтому я думаю, что вот такие провокационные акции со стороны Российской Федерации, их будет еще очень много. И хотя до президентских выборов, наверное, какой-то серьезной активности не будет, я имею в виду президентских выборов в России, которые будут этой весной. Вот. Но и уступок тоже никаких не будет, потому что Путин никогда не захочет показать себя слабым в преддверии выборов в собственной стране. Поэтому вот переговоры Волкера-Суркова идут в таком замороженном формате. Недавно Волкер, отойдя от своей такой закрытости бывшего аналитика ЦРУ, разоткровенничался «Эху Москвы» и сказал, что переговоры с Сурковым фактически это был шаг назад в решении конфликта в Украине. Потому что из 29 пунктов они только по 3 кое-как им удалось договориться, не говоря уже о формате мандата миротворцев, месте их размещения и так далее. Я думаю, что вот эта тема будет заморожена до выборов президента в России. А як ви особисто оцінюєте переговори Волкера і Суркова? Чи потрібні вони? І чи дієві вони взагалі? Безусловно, они нужны, потому что сейчас именно так решается, происходят пусть малые, но подвижки в решении конфликта на Юго-Востоке. Но здесь есть один важный момент. Если на Юго-Востоке мы еще как-то двигаемся поступательно, шаг назад, 2 вперед в переговорах, то по Крыму ситуация абсолютно тупиковая. То есть Крым можно либо отдать, либо не отдать. То есть есть всего 2 варианта. Его никто не будет менять ни на что. И вот по Крыму ситуация тупиковая. Россия никогда при живом Путине не вернет нам Крым. Вот поэтому и санкционные пакеты были разделены. За Крым отдельно, за Юго-Восток отдельно. Але яким чином тоді зараз можна вплинути на те, аби знов ж таки вирішити питання з Кримом? Тому що деякі кажуть, що треба навпаки продовжувати санкції, посилювати, і саме це вплине на те, аби окупант покинув Крим. А ви кажете зараз, що при живому Путіні це неможливо. Тоді як зараз вирішити і що варто продовжувати, на вашу думку?
Який тиск можливо? Безусловно, санкционное давление должно продолжаться, и Соединенные Штаты взяли правильный курс, усиливая персональные санкции. То есть вот персональные санкции по отношению к российской элите, они подогревают недовольство уже в России, в самом Кремле. То есть люди, которые годами воровали миллионы, миллиарды, понимают, что все их активы могут быть арестованы. И все это происходит из-за того, что кто-то захотел стать собирателем земель, войти в историю, я имею в виду Путина. Поэтому вот персональные санкции направлены как раз на усиление недовольства российских элит против определенных башен Кремля. Ну и решение вопроса по юго-востоку более-менее, еще раз повторюсь, понятно. То есть мы двигаемся, по Крыму тупиковая ситуация. І скільки це може все тривати? Это может быть пока, ну, есть два варианта. Либо изменится политика в Кремле, но при действующем президенте Путине это навряд ли произойдет, потому что Путин это, ну, он не один управляет страной, там есть определенные группы влияния, которые в принципе не готовы менять свою точку зрения. Или при смене правительства, ну, я имею в виду президента в Российской Федерации. Ну, этого нам ждать еще очень долго. Буквально от вчора з'явилася інформація про одного з інформаційних агентств, що ЄС за один рік через санкції втратило 17,5 мільярдів євро. Росія в тому числі так само втрачає гроші і так само несе збитки. Але все одно, попри такі велетенські цифри, ми спостерігаємо, що ну, візуально справа не рухається з місця. Вирішення конфлікту ані на Донбасі, ані у Криму поки що не бачимо. Ну, дело все-таки сдвигается. То есть я напомню, что именно Россия стала инициатором введения миротворческой миссии на Донбасс. То есть Россия в свойственной манере перехватила инициативу, но захотела это сделать в своем формате. Вот. Что касается потерь ЕС, вот буквально сегодня министр иностранных дел Германии заявил о том, что с России нужно поступательно снимать санкции. Он как раз говорил о проекте «Северный поток-2». Ну, вот давайте посмотрим на санкции с точки зрения Германии. Украина далеко, наши проблемы им мало интересны. Северный поток-2 – это трубопровод, который по дну Балтийского моря будет доставлять газ из России в Германию. То есть Германия фактически становится газовым монополистом в Европе. Цены на газ в Германии существенно падают. Немецкие компании вытесняют других газовых посредников и так далее. Для Германии это огромный экономический плюс. Германия не понимает, ну, точнее, некоторые политики не понимают, почему они должны терять такой профит из-за того, что происходит здесь у нас. То есть у них, они думают так, они так размышляют. Не хотелось бы думать, что европейские ценности заканчиваются там, где начинаются российские деньги, но некоторые политики, по крайней мере, немецкие, ведут себя так. Он маємо інформацію про заяву Габріеля. Зачитаю. ЄС має поетапно, а не одномоментно скасовувати санкції проти Російської Федерації. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель. Він пропонує розпочати скасування за умови тривалого перемир'я на Донбасі. Ідею про скасування всіх санкцій проти Росії лише за умови 100% виконання мінських домовленостей він назвав відірваною від реальності. Під час виступу на прийомі в Східному комітеті німецької економіки в Берліні у середу він заявив, якщо Російська Федерація готова це робити, вона має за це щось отримати. І зараз на прямому телефонному зв'язку маємо Рефата Чубарова, голову Меджлісу. Рефат, вітаємо вас. Будь ласка, цікаво почути і вашу думку стосовно заяви Зігмана Габріеля. Чи варто так робити, чи ні? Ваша думка? Ну, дивіться, про цю заяву я вже виказувався, але дуже сконцентровано. От мене більше всього розлютило те, що, мовляв, вимоги 100% виконувати Росією мінські домовленості міністр закордонних справ Німеччини
оцінюю як відірваністю від життя, від реалій. Отже, намагання України відновити свою територіальну цілісність, очікування сотень тисяч людей з окупованого Криму, мільйонів людей з окремих районів Луганську і Донбасу об'єднатися в єдиній українській державі, самі ці вимоги, щоб Росія їх виконала, Зігмар Габріель вважає як відірваністю від реалій. Це мене розлютило і думаю, просто виходжу з цього, що українська держава має на це зреагувати дуже жорстко і як можна скоріше. Як на вашу думку, і що слід робити в даному випадку, і як можна повпливати на Росію? Я думаю, що нам треба, я думаю, що тут треба попливати в першу чергу на деяких наших партнерів, і в першу чергу на німецьких політиків, які почали озвучувати формули, які дуже хотілося б зреалізувати німецькому бізнесу. Бізнесу, як і всякому, але якщо цей бізнес ще не в своїй країні, як німецький бізнес до українського життя, то їм байдуже наші страждання, їм байдуже політв'язні, те, що наша земля окупована, їм байдуже взагалі наше майбутнє. Вони хочуть сьогодні мати вже прибутки від тих чи інших схем, які на їх точку зору мають бути зреалізовані з Росією. Тому нам треба перше навести лад серед своїх партнерів і разом не тільки зберігати той рівень санкцій, які сьогодні діють, але намагатися їх збільшити. Сьогодні вже зрозуміло, що незважаючи на деякі провали по окремих напрямках, скажімо, тепер ми знаємо сьогодні точно, що Росія в 2018 році вже не буде повертатися до парламентської асамблеї Ради Європи, принаймні найближчі півроку. Тобто політика, яку проводив генеральний секретар ПАРЄ Ягланд, і той же Ніколетті, який замінив Агремонта, він теж має такі проросійські симпатії. Цим високопосадовцям, цій поважній міжнародній організації не вдалося зламати єдність подавляючої більшості депутатів парламентської асамблеї Ради Європи. Тому нам треба намагатися, як би це не здавалося б фантастичним, нам треба намагатися збільшувати, чи хочете поглиблювати ці санкції, в першу чергу співпрацюючи з Сполученими Штатами, потім Європарламентом і, зрозуміло, Радою Європи. Збільшення напрямків по санкціях і поглиблення за наслідками цих санкцій. І прямо вже доходячи до, можливо, відмови хоча б на рік від російських енергоносіїв і вимкнення банківської і фінансової системи SWIFT. Дякую вам дуже за те, що долучились до нашого ефіру. Рефат Чубаров, голова Меджлісу, був на прямому зв'язку зі студією АТР. Пане Борисе, а як ви гадаєте, що повинна зробити українська дипломатія в даному випадку? У меня есть небольшая ремарка. То есть я не был сильно удивлен заявлением министра иностранных дел Германии. В 2015 году господин Габриэль абсолютно то же самое под кальку говорил про Сирию. Раз Россия помогает в разрешении конфликта в Сирии, значит, нужно поступательно ей что-то за это дать. Вспомните недавнее заявление представителя Чехии Милоша Земана как раз с трибуны ПАСЕ, где он говорил, что неплохо бы было Крым обменять на какие-то ресурсы и забыть про этот вопрос. Такие заявления будут звучать постоянно, потому что никто не отменял российских больших лоббистских денег в Европе. Тем более в Германии, где Путин имеет, как говорится, он начинал свою карьеру с Германии, будучи агентом там. И в Германии очень сильно российское лобби, и финансируется целый ряд партий, так или иначе там. Поэтому украинская дипломатия должна без
без истерики, абсолютно в рамках дипломатических ответить своей нотой. Потому что к чему приводит истерика, мы прекрасно помним, когда был конфликт с Венгрией, когда был конфликт с Польшей, и с той и с этой стороны нашлись политики, накручивающие спираль накала, и к чему это привело, мы видим, то есть у нас были довольно серьезные разногласия и с венграми, и с поляками, и сейчас они остаются. Вот, поэтому дипломатия и углубленная работа с европейскими организациями, ну и в первую очередь, конечно, с Соединенными Штатами. Я хотел бы отметить очень качественную работу в этом году наших представителей в европейских организациях, и в ПАСЕ, и в Европарламенте. То есть вот так і нужно продовжати. А чи можемо ми зараз ще очікувати, і що взагалі повинен зробити безпосередньо Європейський Союз, як відреагувати на таку заяву? Европейский Союз, скорее всего, никак не отреагирует на это заявление, потому что там була реакція, от якщо згадувати Міллер Земана, то була моментальна реакція. Сказали, що не слід дослуховуватись навіть до цих слів. Вот такая реакция и будет. То есть, да, обеспокоены, да, мы будем продолжать. Главное то, что единая политическая воля Европейского Союза говорит нам о другом. И Ангела Меркель, которая, кстати, тоже высказывалась за разморозку этого бизнес-проекта «Северный поток-2», заявляет о том, что санкции с России не будут сняты до момента, пока не будет устранена причина. Ни о каких поступательных вещах разговора не было. То есть я думаю, что реакция будет такая, ну тем более заявление это было где-то в институте каком-то, и Габриэль не первый раз уже об этом говорит. А навіщо тоді робити такі заяви, якщо все одно підтримки це до підтримки ніякої не призведе? Здесь есть еще медийный фактор вот этого заявления. Делая такие заявления, как делал Земан, как делал Габриэль, Россия отслеживает обратную связь, реакцию на то, как реагирует Евросоюз. То есть вот долгосрочный тренд, спадает интерес к Украине, не спадает. Кто поддержал его или не поддержал. То есть это такие знаковые медийные маркеры, которые позволяют оценить отношение к России, к санкциям, к Украине в точке здесь и сейчас. І на сам кінець залишається 2 хвилини до кінця ефіру. Трошки хотів би згадати про вибори в Росії, а саме очікування, процес, ваша оцінка, ваші сподівання, як все буде відбуватися? Все абсолютно предсказуемо. Единственный не вписывающийся какой-то фактор – это выдвижение Собчак, но в итоге, собственно, все сложилось в единую картинку. То есть Собчак выдвигается для того, чтобы маргинализировать всю оппозицию в России в целом. В результате подсчете голосов, я практически уверен, мы все видели, как это происходит в Крыму, мы все видели, как это происходит в России постоянно на выборах. То есть победят те же самые и надолго. То есть вот и все. Тут никаких дополнительных ожиданий у меня нет от виборів в Росії. Як ці вибори можуть тоді вплинути на Україну? Чи якщо все так само і залишиться на місцях, ми нічого нового можемо не очікувати? Абсолютно, потому что правящая элита в России – это машина. Уйдет Путин, придет на его место Путин номер 2, это ничего не изменит. То есть вот эта консолидированная группа, разветвленная, которая управляет фактически в России, она не меняется со сменой одного человека. Поэтому абсолютно точно так же будет продолжаться политика агрессии, политика создания проблем в мире и предложения решения этих проблем. Вот и все. Пане Борис, я вам дуже дякую, що долучились до нашого ефіру, що відповіли на усі запитання. Борис Тізенгаузен, експерт з управління репутацією і експерт-міжнародник, можна так сказати, був гостем цієї години у нашій студії. Одразу хочу сказати, що інформаційну естафету передаю Любомиру Ференцу. Він же буде працювати для вас у наступній годині. Буде так само піднімати найактуальніші питання як України, так і світу. За 5 хвилин в ефірі АТР новини за нам з Мавіле Мухтаровою, кримсько-татарською мовою. Отож, залишайтесь з нами, буде цікаво.